Никогда белорусская независимость еще не была слаба так, как сейчас. Степень разорения дойдет до крайних границ. Если Александр Лукашенко к этому времени сам, допустим, в силу, бывает всякое, в силу здоровья не отойдет от дел, это будет казахстанский вариант. Вы правильно сами поставили диагноз. Он не хочет уйти в историю как последний президент Беларуси. А он выбирает между плохим и очень плохим для него. Як перш чым можа перайсці да галоўнай тэмы нашай размовы, давайте паговорым пра сённяшнюю цяперашнюю парламенцкую кампанію. Ці праходзіць яна паводле сцэнару ўладаў, і калі сказаць так, то які, на вашу думку, гэты сцэнар? Да, я думаю, что избирательная кампания проходит полностью по сценарию белорусской власти. И больше того, на этих парламентских выборах власть заведомо переигрывает оппозицию по целому ряду параметров и с учетом тех изменений, о которых вы упомянули. Все подстраивается под вот эту перспективу. Ближайшие 5 лет это будут важнейшие годы, годы трансформационные, и нас ждет большая турбулентность в этом отношении. И, соответственно, нынешние парламентские как бы выборы, но это по аналогии, вы помните, с культовым фильмом «День выборов» и «Как бы радио», вот эти как бы выборы, они являются цепочкой в сети событий, считайте первой цепочкой. Не случайно именно в период проведения этих выборов, подготовки к голосованию, обнародована как бы случайно, опять же, тема трансформации власти и тех изменений, которые нас ожидают. І, напэўна, не выпадкова, што ўлада, як выглядае, выбрала варыянт стерильнага парламенту. Вось гэты эксперымент з 2 незалежнымі дэпутаткамі ад апазіцыі, можна сказаць, ён уладай, відаць, прызнаны непатрэбным, і яна цяпер перайшла да поўнай стерильнасці. Навошта ім гэта? Ну, давайте сначала я сделаю маленькую купюру и немножко похвастаюсь, потому что термин «стерильный парламент» принадлежит мне. И ввела я его буквально очень сильно рассердившись. Сидя у телеэкрана, решила немедленно написать статью с прогнозом эволюции этого парламента, когда только что избранный вице-спикер после выборов 2008 года по фамилии Иванов ликующе заявил в зал, что вот теперь здесь, наконец-то, полный зал единомышленников. Здесь нет ни одного инакомыслящего. И вот термин «стерильный», да, именно, причем с восторгом и на лице, и в голосе. И это состояние его блаженства вызвало у меня, наоборот, состояние, я бы сказала, такой ярости. И отсюда родился термин «стерильный парламент». И потом, после этой статьи, он пошел широко в использование. Это действительно очень точное получилось эмоциональное определение, которое говорит о том, как, в общем-то, существовала Палата представителей в 4 и 5 созывах. Но здесь есть некоторая цикличность. Вы не замечали? Это касается тех задач, которые ставятся в отношениях между властью и Западом со стороны белорусской власти. Вот, допустим, Палата представителей 2 созыва – это было такое испытательное поле, полигон. Туда пропустили некоторое количество независимо мыслящих депутатов, а они взяли и сорганизовались в 2 оппозиционные группы. Вот вы правильно узгадали адносіны з Захадам, і да. Гэты, безумоўна, все палітолагі звязвалі, што гэтыя 2 дэпутаткі былі прапушчаныя, каб паказаць пэўны крок лібералізацыі. Там мы робім маленькія крокі. Так. А вось зараз яны гэта адмяняюць чаму? То Захад уже это так праглынае, што яму это так не трэба, ці настолькі Менск адчувае сябе в геапалітычным сэнсе, што Захад все роўна будзе падтрымліваць у адносінах з Расіяй, што можна ўжо дэмакратызацыя асабліва тут не кічыцца. Ну, вы правильно сами поставили диагноз. Запад – это здесь уже фасад в определенном смысле для тех изменений, потому что Лукашенко шел к выводу, что нужна трансформация власти. И кроме того, он не хочет уйти в историю как последний президент Беларуси. Он хочет создать, вот не один раз ему попеняли за последнее время, в том числе и я об этом говорила, что не создана база для белорусской независимости, нет ресурсной базы. Год назад, в сентябре прошлого года, на экспертном клубе один из ведущих белорусских политологов заявил, никогда еще белорусская независимость не была сильна так, как сейчас. Ему вторит другой такой же
именитый белорусский политолог, с тем же самым тезисом. Я встаю и говорю, никогда белорусская независимость еще не была слаба так, как сейчас. Не создана ресурсная база под нее. И вот сейчас, видимо, сошелся комплекс, и сошлись звезды, и комплекс доводов. И, на мой взгляд, Лукашенко сейчас начинает создавать ресурсную базу, планирует, по крайней мере, и начинает он с политической реформы, к которой присоединяются все прочие. Вот один из показателей, когда Марзалюк обнародовал недавно планы реформирования, был тот, что он сказал, что это последние выборы по мажоритарной системе. Но мажоритарная система, она практикуется там, где хотят поддержать стабильность. Пропорциональная там, где ориентируются на реформы. У нас, видимо, будет смешанная, то есть будут стараться и стабильность удерживать и двигаться по пути реформаторства. Посмотрим, так это или нет, но во всяком случае то, что сегодня происходит, это внушает определенный, я не скажу оптимизм, потому что, безусловно, власть будет удерживаться в одних и тех же руках, даже после того, как произойдет транзит власти, очевидно, по казахстанскому варианту. Я не могу себе представить Лукашенко в дееспособном состоянии, который полностью отойдет от принятия решений. Вот просто не могу, как полагаю, и любой гражданин Беларуси. Тогда бы люди могли бы бачыць гэтага патэнцыйнага пераемніка, калі уже вы сказали про казахстанскі вариант, нейкім чынам все-таки его трэба рыхтаваць, его трэба ці не прыйшоў яшчэ час, ці ён уже по-вашаму ёсць, але просто нам его еще не показывают. А я думаю, как раз будет президент смотреть за тем, как будут развиваться события эти 5 лет. Достаточно много говорили о двух потенциальных преемников, которых предположительно мог бы назначить Лукашенко. Или они могли бы выдвинуться, стать точнее во главе именно по общему решению, консенсусу номенклатуры. Ну, вось вы казалі пра мажарытарную сістэму, магчыма, народу больш нават цікава іншыя варыянты зменаў, якія вот зараз і Марзалюк і в іншых крыніцах прагучалі. Па-вашаму, калі рыхтуюць гэта змены, самыя галоўныя іхнія пункты, як вы прадбачыце, якімі могуць быць? Я думаю, то, что он обозначил, это уже определено, что расширение полномочий парламента пойдет, и что парламент будет контролировать правительство. Возможно, вплоть до назначения премьер-министра. Но я полагаю, по полному согласованию и по инициативе того, кто будет за кулисами формально этих событий, то есть Александра Лукашенко. В дальнейшем, я полагаю, это будет так. Это будет казахстанский вариант. Скорее всего, все силовые структуры будут по-прежнему сохраняться. Если Александр Лукашенко к этому времени сам, допустим, в силу, бывает всякое, в силу здоровья не отойдет от дел, не посчитает нужным отойти, то вполне это как раз тот вариант, который для Беларуси пересматривается. А президент будет избираться послушным парламентом. Почему нужно в обязательном порядке, чтобы парламент и сейчас, и последующий был полностью контролируем? Ну, ось я тут скажу такую, может быть, адвокатам дьявола думку, что про гэтыя змены гаворыць все-таки не першы год. Я памятаю, як перед посланием Александра Лукашэнкі сёлета у красавіку абмяркоўвалі фактычна все актыўна, што ён ужо на гэтым пасланні выступіць з прапановай нейкага рэферэндума аб канстытуцыйных зменах. Ён выступил, нічога сказал, про это нічога сказал, што рана яшчэ, мне просім прапанову, але яшчэ пакуль ранавата. То бок ці няма, может быть, такой версии, что ён, образно кажучи, всем нам трошки напускае туман, каб люди трошки супакоивались, верили в наступные перамены, а на самой справе все будет оставаться так, как есть яшчэ як минимум годов 5. Нет, лет 5, так оно так и останется, потому что он избирается на этот срок. И за это время как раз пойдут трансформационные процессы. Ничего другого не остается, если он хочет, чтобы Беларусь сохранилась. Потому что последующее после него, мне приходилось говорить об этом, по состоянию дел на сегодняшний момент и по отсутствию ресурсной базы для сохранения Беларуси, независимости Беларуси, это, с моей точки зрения, последующие его, возможно, через одного преемника, последующие люди вынуждены будут обратиться к России с предложением по варианту Богдана Хмельницкого. Это потребуют люди, потому что степень разорения дойдет до крайних границ. И белорусы — это не литовцы. Они в холодных квартирах сидеть не будут. Это исключенный вариант. Поэтому, чтобы события развивались другим образом, я полагаю, именно под это все, при удержании полностью под контролем всей ситуации в стране, под это все и будет проводиться и конституционная реформа, и реформа избирательного законодательства, и административно-территориальный пересмотр
подходов вот здесь, в этом вопросе я не могу комментировать, потому что я не владею информацией, что конкретно собирается делать. И Лукашенко и реформа местного самоуправления. Вот все это, включая, я полагаю, и целый ряд экономических реформ, в частности, если верить украинским экспертам, которые виделись с президентскими аналитиками, и утечка информации произошла не для белорусского общественного мнения, а для украинских политологов. Это вообще безобразие, я бы хотела сказать. Когда говорится о том, что будут важнейшие экономические реформы, в частности, приватизация земли. Почему об этом не знает белорусское общественное мнение? Хотя информация уже прошла по экспертным сайтам в середине октября. Ну, ось мы гадамі з экспертамі, з палітыкамі абмяркоўваем, чаму Александр Лукашенко не ідзе на даволі істотныя эканамічныя рэформы, і в тым ліку, што ўжо нібыта яны не несуць ім пагрозу яго непасрэдна палітычнай уладзе. І эксперты кажуць, ну, што ён менавіта баіцца нават трошку страціць гэтай улады, што з'явяцца алігархі, якія будуць патрабаваць ці кавалкі ўлады. Нават на эканамічныя рэформы ён не ідзе. Чаму вот вы все-таки лічыце, што сітуацыя яго вымусіць пайсці на гэтыя значныя рэформы? А он выбирает между плохим и очень плохим для него. То, что происходит сейчас. Но, безусловно, думая о стране, а он реально о ней думает, и то, что он оставит после этого, он думает не только о себе. О себе думает много, но и в первую очередь о себе. Но о стране также весьма немало. Вот исходя из этого, он взвешивает, на мой взгляд, он взвешивает те угрозы и риски, как он взвешивал все годы. Раньше ему нужно было сохранить стабильность своей власти. И поэтому зачищалось все живое. И не двигались реформы, потому что реформы – это всегда дестабилизация, это всегда ухудшение экономического положения и положения людей. Когда я предлагала то же самое публично ему в 2001 году с трибуны парламента, я говорила: давайте, Александр Григорьевич, вы пользуетесь сейчас большой поддержкой, давайте затянем пояса и двинемся проводить реформы, потому что это можно с таким запасом прочности. Но сейчас у него другой запас прочности. Он просто контролирует каждую клеточку поля, и за счет этого он тоже может идти на реформы. Но все-таки яшчэ важна в таких рэчах, калі такія кардынальныя перамены, мець нейкую згоду ў грамадстве, нейкі кансэнсус. В дадзеным выпадку працянуць руку і яго палітычным апанентам, то бок той, скажем, дэмакратычнай праеўрапейскай частцы грамадства. Вы лічыце, гэта назіраецца, ці пакуль мы не бачым? Мы бачым тыя ж самыя, ну, можа, меншыя рэпрэсіі, но все-таки па-ранейшаму он заяўляе пра сваіх апанентаў як праціўнікаў, так званая апозіцыя і так далей. А зачем? Вот скажите мне, зачем? В чем вы видите этот смысл? Ведь в сохранении независимости по факту его поддержат все, кто на это ориентирован. Как ни крути, это будет. Зачем ему убиваться и создавать какие-то льготы и преференции для этой части общества? Вы почитайте комментарии в интернете. Даже в нашей Ниве достаточно много благожелательных комментариев, когда речь идет о сохранении независимости. То есть за это воевать не нужно совершенно. То есть, а проблемы создать могут такие союзники. Они будут говорить: нет, ты не в ту сторону повернул. Вот сейчас будь добр повернуть в эту сторону, а потом сюда. И двигайся по коридору. Мы знаем, как правильно проводить реформы. Зачем они нужны? Есть, в общем-то, те, кому он может, чьим советам может доверять, привлекая лучших экспертов, в крайнем случае государство им проплатит. И они будут работать за деньги, а не за идею. И будут работать хорошо, если будет хорошо заплачено. Беларусы могуць не паверыць, але здаецца, што перыяд стабільнасці як эканамічнай, гэтак і палітычнай в нашай краіне заканчваецца. І якія чакаюць нас перамены, гэта ніхто не ведае, але самае галоўнае, што здаецца, і ўлада даспела да разумення неабходнасці гэтых пераменаў. Сёння мы гутарылі з Ольгай Абрамавай, былой дэпутаткай Верховнага Савета 13-го склікання і былой дэпутаткай Палаты прадстаўнікоў. З вами быў Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.